Первый объект, который посетила инспекция, цех по переработке орехов фундука. Производство было запущено в прошлом году. При поддержке Министерства сельского хозяйства индивидуальному предпринимателю Раулю Григорян была оказана финансовая помощь в размере 3 миллионов рублей для приобретения специального оборудования. Здесь, если вы видите, у него крутящий механизм, и он, значит, под соответствующий калибр, его функции поломать орех и отделить шелуху, скорлупу так называемую, от самого ядра ореха. Мы калибруем его и под каждый калибр настраиваем вот эту мельницу, и, соответственно, он ломает, не цепляя ядро, не принося порчу. Уже дальнейшее по вибрационной схеме попадает, значит, очищенный орех. У нас уже вручную сидят люди, в основном это женский труд, так как он кропотлив. У нас есть столы, это линии называются, где мы уже отделяем гнилой орех от нормального ореха. В сутки цех может переработать до 32 тонн ореха. В прошлом году за сезон удалось переработать около 50 тонн продукции. Для реализации орех-фундук вывозят в Россию. На производстве предусмотрены 32 рабочих места. Орех для переработки скупают у сельчан, но в планах у руководства цеха расшириться и самим заложить ореховые плантации. На сегодняшний день мы уже готовим закладки земельных угодий под развитие будущих плантаций. Но у нас будут совершенно другие технологии. Мы хотим вырастить орех из дички, калировать его, последующие сорта трапезун, королевский. И очень важно, когда орех сам он круглый, потому что для переработки ореха нужен круглый орех. Если он плоский, то он не может его, станки не могут брать. Более того, у нас есть кое-какие планы, что мы будем запускать его круглосуточно. Все зависит от внешних договоров. Как у нас будет покупатель, его востребованность, а люди говорят о больших объемах, о больших количествах. Мы готовы это переработать, лишь бы у нас были полноценные договора. Кстати, мы будем работать по перечислению, все наши действия будут отображаться. Это будут и поступления в налоговую сферу, и создание рабочих мест. И очень важно вот такие программы запускать. И спасибо огромное руководству, сельскому хозяйству, что идут на такие вещи. В селе Жашиквара Сергей Библая и Малхаз Гваджава занялись животноводством. При поддержке Минсельхоза им закупили крупнорогатый скот в количестве 19 голов на сумму 1 миллион 200 тысяч рублей. Сельчане своими силами построили ферму. Здоровых привезли, конечно, все коровы 4 отелили. Вроде бы все нормально пока. Есть загороженные места, гектаров 15. Туда пускаем днем, ночью сюда приводим, комбинку привозят, кукурузу привозят, все есть. В селе Махунджия также реализован проект по закладке мандариновой плантации. Для ИП Чхете было приобретено 3300 корней саженцев мандаринов на сумму 1 миллион рублей. Итоги инспекционной поездки подвел начальник агроотдела Минсельхоза Эдуард Барганджия. На мой взгляд, и на самом деле эти проекты были осуществлены и доведены до конца. Саженцы все высажены, агрегаты по переработке были проведены, и в прошлом году был, там проведен прием ореха фундука с населения. И работало хорошо. Они ждут в дальнейшем, чтобы и больше будут усиливать работу по этому направлению. Оказывается помощь государством, и хотят, очень многие поддали проекты на программу, но в связи с тем, что проектов было много, а сумма выделена была меньше, поэтому не все проекты в этом году прошли. Но эти проекты, они не останутся без внимания, они перенесут их на будущий год, и эти проекты тоже будут удовлетворены этим людям. В 2023 году по Галскому району одобрено 8 проектов на сумму 3,5 миллиона рублей. Все они будут реализованы до конца года. Алика Трапш, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.